Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники». И здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Тема депортации тысяч людей и семей наших соотечественников, переживших страшную трагедию, навсегда оставившую неизлечимую боль в сердцах многих, кого посреди ночи без объяснений, под страхом смерти выселили в далекие и неведомые им края. История репрессий 1941 и 1949 годов, сломавшая тысячу судеб, в последние недели в Молдове – это самая обсуждаемая тема. Тема, о которой стали говорить свободно в свободной стране. А Национальный архив Молдовы открыл доступ к десяткам тысяч личных дел, с которыми до сих пор невозможно было ознакомиться. Друзья, сегодня мы с Еленой Карамид решили пригласить в нашу студию человека, семья которой пережила депортацию. Она сама исследует эту тему не одно десятилетие. И если вы хотите об этом тоже узнать больше, то, конечно, присоединяйтесь, друзья. А еще подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ставьте лайки и делайте репосты в социальных сетях. Это действительно помогает нам продвигать наш проект. Пусть единомышленников, думающих об этой стране, будет больше. Через несколько секунд мы начнем. Ну а вы делитесь с друзьями и следите за нашей дискуссией. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» руководитель общественной правозащитной организации репрессированных «Doğruluk» Светлана Капанжи. Светлана Капанжи, руководитель правозащитной организации репрессированных «Doğruluk». 1982-1986 годы, вычислительный центр Госнаба МССР, Кишинев, инженер-экономист. 1986-1989 годы, районное предприятие по ремонту и обслуживанию оборудования, город Чедерлунга, экономист. 1989-1998 годы, Центр занятости Чедерлунга, заместитель директора, главный экономист. 1998-2002 годы, Центр стандартизации метрологии Чедерлунга, государственный инспектор. 2004-2017 годы, информационно-консультационный центр «Диалог», координатор проекта АКСА. 2014-2019 годы, координатор проектов восстановления и сохранения памяти об участниках Первой мировой войны 1914-1918 годов из Гагаузии. 2018-2021 годы, Национальное агентство по развитию сельских районов, Кишинев, консультант проекта «Винодельческий регистр Республики Молдова». 2022-2024 годы, гимназия, детский сад имени Сартмача, город Чедерлунга, преподаватель истории и гражданского образования, руководитель краеведческого клуба «Буджак». С 2024 года по настоящее время публичное учреждение Молдо-Турецкий теоретический лицей имени Сулеймана Демиреля, село Кангас, преподаватель истории, гражданского образования, истории и культуры гагаузского народа. Лицензиат 1977-1982 годы, Кишиневский государственный университет, факультет экономики, специальность организация механизированной обработки экономической информации. Магистратура 2020-2022 годы, Камрадский государственный университет, факультет национальной культуры и истории, специальность преподавание истории в системе школьного образования. Докторантура с 2023 года по настоящее время Государственный университет Молдовы, докторантура гуманитарных и образовательных наук, профиль история. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо за приглашение. Светлана Николаевна, ваша биография позволяет заключить, что первое ваше образование экономическое. Да. Как же так получилось, что вы в жизни стали заниматься, наверное, специальностью или деятельностью совсем в другой плоскости? Вы стали исследовать историю гагаузов. Что стало толчком к таким изменениям в вашей жизни? Толчком, не то что толчком. У меня всегда история была интересная, была любимым предметом в школе. Я, конечно, вот в таком молодом возрасте я не занималась этим, но где-то ближе, наверное, к 50 годам вот как-то сознание перевернулось. Я уже к тому времени, я жила со своей мамой, и она очень хорошо знала историю
и нашего края, историю своей семьи, родственников. Она мне многое рассказывала. И вот и это было еще связано интерес с историей, с созданием организации репрессированных граждан Дорвук. Вот тогда как бы я уже параллельно со своей основной работой, я буквально каждые свободные там часы уделяла истории. Это уже было у меня как бы, без этого я уже не могла дальше, ну, моя жизнь уже была нацелена на это. И поэтому я и поступила в Камрадский университет не для того, чтобы преподавать историю, ну, а для того, чтобы узнать больше, получить более фундаментальные знания, чтобы это помогло в моей исследовательской деятельности. Ну, так случилось, что я поступила, тогда вот был вот такой профиль преподавания истории, предложили работу даже во время учебы, и я стала преподавателем. Изучая вашу биографию, ну, видно, что такой широкий спектр работ, должностей, которые вы занимали. И хочется спросить, а диссертацию докторскую вы пишете по какой теме? Тема моей... Экономическая? Нет, конечно, это уже все экономическая эта тема, хотя я в своих работах всегда применяю эти математические методы, это я люблю цифры. В истории я люблю цифры и факты. И тема, конечно, связана с историей, та тема, которую я очень давно исследую, которая долго шла к этому. Политические репрессии на юге Бессарабии 1940-1941 годов на примере гагаузов. А почему именно гагаузов? Да. Потому что у меня уже был опыт исследования, когда я начинала исследовать тему Первой мировой войны. Я тогда тоже была нацелена на наш регион, вот, но в процессе исследования я обнаружила такой факт, что те фамилии, которые мы встречаем среди участников этой войны, погибших, мы не можем определить, кто из них гагаус, а кто из них болгарин. Понимаете, там не было указано национальности. И поэтому я тогда приняла решение, что охватить весь юг Бессарабии, как бы включить и болгарские населенные пункты, и гагаузские населенные пункты. Но это очень огромная работа. И поэтому именно выбирая тему диссертации, я решила сосредоточиться именно на нашем регионе, именно на этом периоде, потому что он наименее исследован, и потому что нет знаний у нашего общества об этих процессах, которые происходили в этот период. Светлана Николаевна, вот вы говорите о том, что вы сейчас исследуете 1941 год, но среди тех, кто был репрессирован в 40-м и 41-х годах, были примары, люди, которые занимали какие-то должности в партиях румынских, да, и это были священники. Я могу ошибаться, но проводят ли священники какие-то мероприятия в память о тех служителях церкви? Их же тогда много было репрессировано, в память об этих людях. Пострадали люди, те, кто верили, ходили в церковь, особо набожными были, они же тоже были репрессированы. Я могу ошибаться, но проводятся ли вот именно церквями какие-то мероприятия? Я не знаю, как по поводу того, проводится ли церквями, но вот мы на наши мероприятия, обязательно наше мероприятие начинается с панихиды по погибшим. И нужно отдать должное священникам наших церквей, которые всегда приходят, несмотря на то, что в этот день, может, бывают какие-то, ну, у них свой есть как бы график. Это одно. Второе. Эта тема достаточно исследована в молдавской историографии. И есть ученые, ряд ученых, которые, ну, начнем с академика Валерия Посад, у него же есть огромный труд на эту тему. Вот. И шеститомный. Да, шеститомный. И другие более молодые ученые, вот как раз я использую их данные, эти источники для того, чтобы раскрыть этот аспект репрессий в отношении священнослужителей. Да, конечно, которые пострадали тоже. А вы знаете, вот вы заговорили о господине Посад. И не только он, но еще очень много на самом деле людей, ученых в Молдове, которые эту тему исследуют, и с их трудами можно ознакомиться для того, чтобы побольше узнать об этом и иметь какое-то свое беспристрастное мнение, скажем, да. Но недавно совсем в Камрате появилась такая инициатива, по-моему, она исходила от мэра Анастасова, да.
который предложил одну из улиц назвать именем Керсновской Ефросиньи. И разгорелось такое обсуждение в социальных сетях, что а кто такая Керсновская и почему в Камрате нужно называть ее именем улицу. У вас есть какие-то свои, скажем, доводы? Если надо, то почему надо? Вот просто чтобы зрители наши чуточку, может быть, и узнали бы о Ефросинье Керсновской. Я считаю, что это уникальный человек, Ефросинья Керсновская. Это было, я знаю, что предложение Валерия Посада назвать ее именем улицу. Эта женщина сама пережила репрессии. Вот я, кстати, в своих исследованиях опираюсь на ее труды. И тем самым она прославила нашу страну, потому что таких воспоминаний о репрессиях именно в Бессарабии больше есть, и другие были изданы тоже на румынском языке. Этот труд издан на русском языке. Помимо этого, их уникальность в том, что они были проиллюстрированы. Да, она сама их иллюстрировала. Да. И это считается на сегодняшний день одни из лучших мемуаров о репрессиях вообще, ну, может, так сказать, в постсоветском пространстве, вот в этой русскоязычной аудитории. Поэтому она пользуется очень большим, огромным уважением. И если назовут ее улицей, ну, ее именем одну из улиц Камрата, почему бы и нет? И если мы будем, даже Гагаузия будет в этом как бы первой, да, то она как бы, мне кажется, что улицы Ефросиньи Керсновской, во всяком случае, в Кишиневе нет. Может, она есть на ее родине, но вообще-то она родилась в Одессе. Вот, не знаю, есть ли в Одессе, есть ли в других регионах. Но это хороший пример, почему бы и нет. Но речь идет, наверное, о том, что улицы надобно бы называть, в любой уважающей себя стране улицы называются именами тех героев, которые эту страну прославили, или имена которых должны знать граждане этой страны, поскольку у каждого человека, коль именем называют улицу, у нас нет улицы Дениса Танасогла в Камрате, у нас нет улицы, помните, Степана Топола, потому что опять и Михаила Чекера нет улицы. Вот как-то с этим плохо обстоят у нас дела. Как вы думаете, почему такой взгляд резкий, категоричный, даже если было предложение несколько лет назад назвать улицу именем Степана Топола? Реакция была точно такая же, как на Ефросинью Керсновскую. То есть у меня возникает такой вопрос, почему люди реагируют таким образом? То есть не появляется желание изучить, а что это за человек? А почему? В связи с чем появилось желание назвать именем Диониса Николаевича Танасоглу какую-то из улиц, или Степана Топола, или Керсновской? Как вы думаете, почему такая реакция у общественности возникает сразу? Ну, вы знаете, что ведь улицу Ленина поменяли во всех населенных пунктах Молдовы, кроме Гагаузии. То есть молдавский народ к этому подходит по-другому. Они сразу это сделали. Мы в этом плане вот отстаем. Это нужно было делать так раньше, но это никогда не поздно сделать. Я считаю, что эта улица должна уйти уже из нашего региона и называть ее именем выдающихся личностей молдавской истории, гагаузской истории. У нас достаточно много имен, чтобы назвать. Примар мотивирует тем, что большие затраты. Ну и что? У нас есть разные проекты, можно найти средства на это. Светлана Николаевна, а вы допускаете сейчас мысль, что вот как только вы в этой студии сказали, что надо бы давно улицу Ленина везде заменить на имена других каких-то наших героев, вы допускаете мысль о том, что из 10 9 зрителей вам возразили бы, что это наша история? Как же вы такое предлагаете? Зачем же вы ворошите эту историю? У вас есть ответ, как у историка сейчас, на вот такое возмущение? Я считаю, что это наследие нашего прошлого, вот коммунистического прошлого. И то, что не переименовали в свое время улицу Ленина, это большая ошибка. Потому что этот символ, он над нами давлеет до сих пор. У нас есть памятники в Камрате, в Чедорунге, в Вулканештах, наверное, тоже есть памятники. В Чешмекёе есть большой памятник. Да. Вы знаете, Ленин, конечно, это историческая личность, но если говорить о нашем регионе, тут Ленин, он вообще не в нашей истории нет его влияния. Вот что я хотела сказать. В истории гагаузов нет влияния Ленина.
Поэтому он для нас не та историческая величина, именем которой до сих пор должны быть названы улицы. Потому что уже после революции Бессарабия вошла в состав королевской Румынии, это уже другой вопрос, как она вошла. Но здесь имя Ленина даже и не знали, я вам хочу сказать. Светлана Николаевна, а считаете ли вы, что вот достаточно переименовать улицы и убрать памятники, что-то изменится в отношении гагаузов к истории, к своей памяти? Конечно, это не меняется, мировосознание нельзя изменить в одночасье. Я знаю, что молодых людей коробит от этой улицы. Вот мой сын, он живет сейчас в одной из стран Евросоюза, и когда его спросили, где ты живешь, и он назвал город Чедерлунга, тут же сразу посмотрели в телефон и сказали, да, интересно было бы побывать в городе, где стоит золотой Ленин. Для них это уже... Ну, как бы нонсенс. Я, знаешь, вот приезжают тоже туристы, они, ну, как достопримечательность можно ее оставить, вот этот памятник, ну, чтобы это было как бы вот на главной улице, прямо у исполкома, и улица Ленина. Уже Советского Союза-то нет. Ну вот, как-то да, общество к этому не готово. И если отвечать еще и на этот вопрос, прежде чем вернуться снова к репрессиям 41-49 год, а как подготовить-то общество? Чтобы общество понимало, что это та часть истории, в которой было очень много трагедий, и нужно дать оценку этому, чтобы понять, почему Молдова еще тогда, когда завоевала или получила независимость, правильнее, да, переименовала свои улицы. А мы этого не сделали тогда, и мы не хотим это делать даже сейчас. Ну, это только путем образования, просвещения. Вот такие передачи, как ваши, нужно больше проводить каких-то мероприятий на эту тему, потому что у нас вакуум в этом. Вот, и нужно изучать с разных, я согласна, что с разных точек зрения то или иное историческое событие, но мы должны все-таки двигаться вперед, потому что значит, ничто не стоит на месте, все меняется, и мы как бы движемся на пути улучшения, а не на пути регресса и возвращения к старым символам, к старым традициям и так далее. Должны уже возникать какие-то новые традиции, новые имена появляться. Открывать эти новые имена нужно. И в этом надо быть инициативными, нам, да, нужно нам, гражданам, быть инициативными, да. И тогда молодежь, когда вот на таких примерах им показываешь, рассказываешь, у них проявляется интерес. Потому что им эта тема тоже, я думаю, что не очень интересна. Вот если мы говорим о переименовании улиц, еще маленький такой штрих, который позволит перейти к теме нашей сегодняшней передачи. Наверняка вы уже больше 20 лет работает ваша организация Doğruluk. И наверняка судьбы, вот, которые исследуете вы, среди этих людей, среди людей, которые просто здесь занимались, обрабатывали землю, но были высланы, есть такие примеры героизма, такие примеры личной твердости характера, что и эти люди могли бы быть теми, чьи имена могли бы носить улицы в их населенных пунктах. Да, я считаю, что да, для меня эти люди герои. А можете назвать нескольких людей, которые... Ну, во-первых, я бы назвала прежде всего всех примаров Гагаузии, и вот я мечтаю о том времени, когда портреты, вот они есть фотографии вот как раз в архиве, в семье, когда портреты этих примаров будут стоять перед зданием Народного собрания исполкома Гагаузии. То есть это люди, примары? Они заслужили это, потому что они исполняли свои обязанности честно, справедливо, и пришла новая власть, и она, хотя они не высказывали открытого сопротивления, она их посчитала врагами, хотя они в своих показаниях говорили о том, что они не сопротивлялись, они приняли это уже как переход к новому времени. И только за то, что они были членами партии, только за то, что они исполняли государственную должность, за это вот они пострадали, но они при этом не покинули свою родину. А для них это было очень ценным. Своя земля, свой дом, своя семья. А пострадали как? Ну, как, они погибли все в лагере, почти мужчины, вот в депортацию, первую депортацию 13 июня 1941 года. Да, ну, это не концлагерь, это были ГУЛАГ, да, скажем так, да. Вот их судьба сложилась наиболее трагическая, потому что
они их высылали, понимаете, одновременно, вот семью тоже, но при этом, когда привозили их на станцию, вот это были ключевые станции Бессарабская и так далее, они через какое-то время, при приближении, по-моему, к Тирасполю, они заходили в вагоны, называли имена и всех мужчин выводили. Эта операция держалась в секрете, и для семьи это был сильнейший стресс. Вот есть человек рядом, ну хорошо, мы едем туда, а вот его забрали. И всех этих мужчин, они их планировали увезти, это вот последняя моя работа в докладе Камрадского университета, они их планировали увезти в лагерь на территории Украинской ССР, Путиловский лагерь. Но вот Германия напала на СССР. И на территории СССР начались военные действия 22 июня, и тогда их перенаправили в Свердловскую область и в Делилак. Это на севере Свердловской области, вот по воспоминаниям, которые есть, около 5000 бессарабцев, мужчин, попали в этот лагерь. Из них выжили около 10%, 500 человек. Среди выживших есть и гагаузы, 10% только выжило. Но это те гагаузы, которые ни они ничего не рассказывали, ни их дети, ни их внуки ничего до сих пор не рассказывают. Они говорят, мы ничего не знаем. Да, в Дарминге тоже есть примеры. Это был, геноцид, это когда вот сплошное уничтожение. Это была целенаправленная акция по искоренению вот этой здоровой, наиболее здоровой, образованной части общества, чтобы ее вырвать отсюда вместе с семьей, с родителями, с детьми, и начинать уже строительство нового строя, нового человека, который историк Октавиан Цик называет Homo Sovieticus. Вот они воспитали, да, надо сказать, что в этом преуспела советская власть, она воспитала. Мы сегодня чувствуем она воспитала именно этого советского человека. То есть для того, чтобы приняться за воспитание человека нового, как видела тогда та идеология, надо было вычистить вот это. Да, те, кто будет сопротивляться. Да, не то, что сопротивляться, кто будет недоволен. Потому что некоторые высказывать собственное мнение. Да, высказывать собственное. Некоторые из тех, которых арестовывали, они, высказывали. Они говорили, что нас ждут страшные времена. Они предупреждали, предостерегали. Они считали, что это неправильно делается. Но народ не прислушался к ним. Но они, наверное, знали, что происходило в МА СССР в 1937 году. И не только в МА СССР. И так далее. У них были радио. Они читали газеты, причем советские газеты в румынское время свободно продавались в Румынии. Да, могли читать и знакомиться с событиями, что происходит. Как бы у людей создавалось, знаете, такое идеализированное представление, потому что в газетах же не напишут все, что надо плохо. Написать. Да, и даже среди тех, кого потом в последующем выслали, они как бы ждали советскую власть. Естественно, что были недовольны какими-то действиями королевской Румынии, а потом оказалось, что их ожидания оказались намного трагичнее того, что они себе представляли, да, к сожалению. И если вплотную теперь перейти к теме депортации, репрессий, и мы начали этот выпуск с того, что мы пригласили вас в студию как человека, который не просто десятилетиями этим занимается, а еще и ваша семья пострадала от этой страшной трагедии, которую пришлось пережить многим семьям на юге Бессарабии в частности. Можете рассказать, есть несколько фотографий, которые вы позволили нам использовать в этом выпуске, и мы хотели попросить нашего режиссера сейчас выдать на экран фотографии, которые нам предоставила Светлана Николаевна. Можете рассказать о том, как это коснулось вашей семьи? Это коснулось моей семьи самым непосредственным образом, потому что как со стороны моей мамы семья, мой дедушка Миха Федор Александрович был как кулак. Это семья Капанджи? Нет, это семья Капанджи. Хорошо, я расскажу о Капанджи, да. Трагическая судьба, не буду подробно рассказывать. В общем, на фотографии мой дедушка, он сбежал. Он был осужден, я недавно узнала из этих дел, да. И он сбежал. Он вообще не хотел, не признавал эту советскую власть вообще до конца своей жизни.
он всегда мне говорил, что они брехуны, они болтуны, они, в общем, он не признавал эту власть. Но смирился, уже работал. И он взял моего сына, как единственного сына, и сбежал. В доме его жена, по-видимому, моя бабушка родная, ее вызывали на допрос. Где ваш муж? Куда он делся? Потому что эта работа началась же с составления списка в 1948 году. И она в конце 1948 года умирает. Молодая женщина, 49 лет. И в доме остается его отец, мать. Они были тоже в достаточно уже таком преклонном возрасте. Да. И его дочь, которая на тот момент была подростком, не была замужем. И вот эту семью, значит, высылают в Сибирь. И в Курганскую область, Каргопольский район. И там моя тетя Мария, она знакомится со своим соотечественником, выходит замуж. А мои дедушка и прабабушка, дедушка был грамотным, вот он пишет, прадедушка, это мой Афанасий, он пишет письма, обращения в СССР, Верховный Совет МССР, и ему отказывают в возвращении на родину. И он там вот от горя этого, что вот его не приняли, он умирает в ссылке. Значит, он умирает в конце 54 года, а в начале... Нет, он умирает в конце 56 года, а в начале 58-го, когда их уже должны вот-вот освободить, в 58-м их освободили, умирает прабабушка Иванна. Вот такая трагическая судьба. А сколько лет было прабабушке, когда ее депортировали? Прабабушки и прадедушки, они были 1873 года, рождения им было за 70 лет. То есть людей в этом возрасте депортировали? Да, и дедушка, и прадедушка не хотел уезжать. Он вот схватился, там было во дворе дерево шелковицы, он схватился за это дерево и сказал, что я не уйду из своего дома, я знаете, ничего не сделал. Почему я задаю этот вопрос, то есть сколько лет им было? Потому что сегодня я думаю, что вот то, что я сейчас скажу, каждый житель, который как минимум гагаузы, болгары, вот люди, которые живут в этой местности, другие национальности, они знают, что бабушкам, дедушкам, родителям в возрасте предложить переехать куда-то, не то что выселить, а просто предложить переехать к детям в город, потому что там будет хорошие условия для жизни, они всегда выбирают свою шелковицу, как вы говорите, свое грушевое дерево, свою яблоню, свой маленький огород, свой домик, пусть чахленький, пусть без удобств. И я себе очень тяжело, мы знаем это из истории, но это невозможно себе представить, ту боль души, когда тебя вырывают с корнями. Поэтому я задала вопрос, а зачем людей в 80 лет отсюда выселять? То есть какие мотивы? Мы же уже об этом говорили, что, допустим, вот мой дед был родной, который на фотографии, он был главой семьи, но он сбежал. Но в списке была включена вся семья. Вот дети, старики, все, вот это враг. Вот его нужно отсюда с корнями и отправить далеко-далеко, и таким образом они избавлялись от тех людей, которые бы высказывали недовольство какое-то, были бы как-то влияли, потому что эти люди были в своих селах влиятельными, к их мнению прислушивались. Вот еще это одна причина, что они все-таки были образованными, они имели уважение в этих селах. Ой, вы знаете, прошу прощения, я знаю одну фамилию, не очень хорошо знаю о том, с Чедрлунги, кто еще помимо вашей семьи, много семей, наверное, были депортированы, но Савелий Кусурсус, что-то вокруг эту семью коснулось? Конечно, депортации коснулось, да. Или нет? Я о нем, как о предпринимателе, читала очень много разных интересных материалов, да, я о нем статью написала. Угу. Может, вы мою статью писали? Я вашу статью. Да. Я писала, мне было интересно, я знала об этой семье с детства, но вот было интересно, как и для меня было таким как бы счастьем, что ли, когда я нашла в нашем архиве, это было несколько лет назад, дело его дочери. Вот Савелия Кусурсус. Да, мы знали, что была арестована его дочь, самая младшая дочь, она не была замужем, ей было 27 лет. Вот. А можно, простите, чуть-чуть о Савелии Кусурсус, чуть-чуть, чтобы зрители понимали, о какой такой личности мы говорим сейчас? Вы знаете, недавно мы говорим о предпринимателе.
Есть много легенд, как он стал богатым человеком. Мы не будем этого касаться, это уже в прошлом. Но он сумел умело воспользоваться вот этим вот неожиданно свалившимся на него богатством. Он его вложил в переработку, не просто в сельское хозяйство. У нас все были земледельцами, а он вложил в переработку сельскохозяйственной продукции. Ну, конечно, у него были примеры, потому что немцы, евреи давно имели здесь мельницы, поэтому он решил построить современную, самую современную на тот момент мельницу и построил ее в Чедерлунге вот, в 1934 году. Но вот тут тоже такие моменты неясные. Через год он строит еще одну мельницу в селе Новая Ивановка на территории Одесской области Украины. Да, и когда он едет туда, в эту Новоивановку, открывать еще одну мельницу, ему по дороге всадник бежит следом и говорит, что твоя мельница в Чедерлунге горит, да. И он якобы как-то так, ну, не очень типа горевал, но мы не знаем всех. В общем, ему удалось, мельница была застрахована, и он получил, значит, за это имущество получил какие-то средства, но их было недостаточно, и тогда он привлек к реставрации этой мельницы, он привлек предпринимателя из села Тамай, его звали Янак Ион. И вот эта мельница была уже на паях. Вот 40% частично, было да, частично у Иона Янака, а 60% было в собственности у Кусурсус Савелия. И вот буквально недавно, ну я там находила какие-то данные, мощность этой мельницы, но недавно директор Национального архива Игорь Кашу, он опубликовал значит, такую таблицу, я не знаю, из архива или из его книги, там были представлены все мельницы, значит, Бессарабии. В румынский период, да? Да, в румынский период. И я там, просто я не взяла эту бумагу сегодня, мельница Савы Кусурсус была крупнейшей на юге Бессарабии по мощности. И его депортируют. Нет, его не депортируют. Мы знали, что она была самая хорошая мельница, но она была крупнейшей на юге Бессарабии. То есть это мощный предприниматель, который... Да, но у них произошла в семье еще какая трагедия. Это я тоже не знала, это я узнала, кстати, из интернета и сделала запрос в Татарстан. Вот его сын, вот Кусурсус Георгий, это один из его сыновей, он получил образование в Бухарестском университете, и после этого подал заявление на конкурс, и он был судьей Бендерского уездного трибунала. Да, он жил в Бендерах. И когда, значит, советская власть в 1940 году установилась, его арестовали среди первых. Вот. И, значит, был арестован его один сын, и была арестована его дочь. И его бы тоже арестовали. Естественно, мельница была национализирована, но он под влиянием вот этих событий, он заболел. Его, по-видимому, инсульт получил, и он передвигался в инвалидной коляске. И когда уже Красная Армия в 1944 году освобождала в Бессарабию, тогда они приняли решение, вся вот оставшаяся семья, все дети, внуки, они уезжают в Румынию. На вокзале Чедерлунги ему становится плохо. Ну, поезд не будет ждать, семья уезжает, он остается с родственниками. По-видимому, это вот уже его окончательно как бы добило, и он умирает здесь. Похоронен он у нас в Чедерлунге, на нашем кладбище, является почетным гражданином города. Мы вот тоже недавно проводили мероприятие 150-летию ему посвященное. Ну вот и улица могла бы быть названа, наверное. Да, и улица, мы добиваемся хоть табличка, чтобы какая-то была, потому что ни дома, ни мельницы не сохранилось. Да, и все же его семья, кто-то были депортированы или нет репрессированы? Да, его был, значит, сын был, погиб он в Татарстане, остров Свияжск, там была тюрьма, он умер там. А его жена, аристократка, значит, она была сослана в Казахстан, где она пасла овец, вот, в степях Казахстана. Им удалось, у него был единственный сын Игорь, и вот этого сына удалось родственникам вывести. Вот, и вся уже семья проживала, и в настоящий момент они проживают, потомки, в Бухаресте, вот, и удалось мне и с ними связаться. Да? Да, и... Конечно, они были тронуты тем вниманием, которое мы как бы вот оказали, что мы помним о нем. Ну, у нас в городе многие помнят. То есть, смотрите, судьба людей какая-то. Сотни судеб
и сломанных. Да, и сломанных. Из раненых. Вот его дочка, сильная женщина, кстати, ей удалось, она пережила тюрьму, лагеря, она в тюрьме родила дочку. Вот, и потом она была умная, образованная, тоже закончила в Бухаресте институт технологический. И в ссылке уже после тюрем, лагерей она стала работать бухгалтером и выжила. Она выжила, разыскала свою невестку, вот эту Ирину, и они выехали, вернулись, естественно, в Румынию. А сколько лет она была в лагере? Ну, где-то, я не знаю, лет 10, не меньше. Да, в 1941 году она была арестована. Нет, те, кто находились в первой депортации, они находились по 15, по 16 лет в ссылках, лагерях. Она где-то, наверное, вернулась уже в конце 50-х годов. Светлана Николаевна, когда говорим о том, что вот сейчас даже вы рассказываете о Кусурсус, о других судьбах, о вашей семье еще расскажете. И мне сейчас, слушая вас, вспомнилось, когда люди говорят, Сталина бы нам вернуть. Что это, к чему это? Смотрите, какие трагические судьбы, которые и так жили очень многие, если не все, под страхом. К чему это люди, когда говорят, а Сталина бы нам вернуть? Ну, я не знаю, я считаю, что это деформация воспитания произошла. Вот мы даже, я училась, жила в советское время, и когда вот мне даже сейчас пишут в комментариях, да что вы откажитесь от русского языка, там, ну, всякий бред. И хочу сказать, что у нас, в принципе, была неплохая жизнь была, это нужно признать, но даже у нас такого не было, потому что уже произошел 20-й съезд КПСС. Имя Сталина не упоминалось. Было осуждение культа личности, были освобождены миллионы заключенных в эпоху Брежнева, эпоху, как ее, кто ее называет по-разному, ну, будем так называть по имени генерального секретаря. У нас даже в учебниках истории СССР не было имени Сталина. Было, ну, мы проходили эту тему, вот 20-й съезд, для нас тоже немножко они не раскрыли ее, это тоже было непонятно, что, почему. И вот это вот возвеличивание Сталина, оно началось уже вот уже постсоветский период, уже в современной России. Почему? В чем основная такая вот движущая сила? Ну, должен быть какой-то вот тоже символ. Как был Ленин, революция, вот также символ Советского Союза. Ленин-то рано умер, а вот он символ революции, этой русской революции. А Сталин это уже символ СССР. Вот самый главный символ СССР, я считаю, что это Сталин. Потому что при нем произошли вот эти все преобразования в экономике, в промышленности. Ну какой ценой? Как интересно, Светлана Николаевна, кажется, вот вы как историк об этом рассуждаете. Получается, что обществу не хватает символов? Что беремся за символ, нам бы Сталина? Обществу не хватает, да. Они не хотят... Ну, вообще общество, как бы это сказать... Это молодые, они более мобильные. Они вот сейчас читают, знают, могут более спорить. Просвещенные. Более просвещенные, да. А вот эти люди моего поколения, вот они жили в то советское время, им что-то удалось, там образование получить, дом построить. Вот это их как бы... Но они это любили. Да, они это любили, это их уровень, и они вот на этом остановились, они хотят вот в это время. Светлана Николаевна, вот сегодня буквально утром, готовясь к передаче нашей, я прочитала ваш пост в Фейсбуке, и вы пишете о том, что вот вчера, вы написали вчера этот пост, видно поздно вечером, о том, что для вас вчера был особенный день. Вы побывали в Национальном архиве Молдовы и впервые увидели 3 дела самых родных для вас людей. Это со стороны мамы, дедушки, прабабушки, да, Миховых. Да. Миховых. Расскажите и о этих членах вашей семьи, о том, что с ними произошло, как они попали в Сибирь. Почему, из-за чего? Я хочу вот еще такой момент отметить, что, в принципе, доступ к делам, когда они находились в МВД, он был. Родственники могли, значит, ознакомиться. И вот дело, о котором я вам говорила, моей семьи Капанжи, у меня есть это дело, получено еще в МВД, они мне сделали копии все. А вот дело моей мамы, ее семьи, это Миховых, она в 2002 году записалась тоже на прием, ей разрешили тогда только посмотреть дело, не делать никаких записей. Конечно, для нее было очень тяжело, потому что отец ее был сиротой. Его отец погиб в Первую мировую войну. Мать вышла замуж во 2-й раз. Он воспитывался у дедушки и у бабушки. Это человек, который сам сделал себя. Он работал с детства, батрачил в своем селе, в Алиперже.
Потом бабушка накопила вот эту румынскую пенсию сироты Первой мировой войны и отдала его на учебу в Чедерлунку к портному, чтобы он обучился какому-то ремеслу. Да, профессии. Вот он получил эту профессию, женился на моей бабушке гагаузке из Чедерлунги, и они стали вот, значит, решили, начали с малого, как обычно, любой бизнес начинается, потом расширились, нанимали работников на работу других, открыли магазин. И, в принципе, бабушка мне так, я ее спрашивала, вот, кстати, я спрашивала бабушку, потому что дедушка умер молодым, в 54 года от инфаркта. Я спрашивала бабушка, ну, когда же вам жилось хорошо? Вот, и она тоже дожила, кстати, 90 лет, моя бабушка, Домна Васильевна. Она сказала, что мы хорошо жили при румынах. Она так считала. Потому что они были молодые, они могли вот... Имели свое дело, имели свое дело, своим вот, трудом. как-то развивались, и потом в одночасье это все... Это чья семья? Да, вот это вот семья Михова, вот Федор Александрович, он справа, в глубине сидит моя прабабушка, Монастырлы Анастасия Вот Андреевна. сколько ей лет было, когда ей депортировали? было 81 год. Вот 81 год, какую угрозу мог представлять этот человек для... А вы знаете, я вот расскажу вам такую, как семейную историю, предание. Они жили в центре Чедерлунги, на пути к рынку. И часто сидели на улице, вот как у нас сидят. И однажды многие приезжали же, большой был рынок. И подошла к ней одна цыганка и говорит: бабушка, я хочу вам погадать. Она говорит: а что ты мне скажешь? Я все о себе знаю. Она говорит: нет, я хочу тебе сказать, что ты умрешь не здесь, что ты умрешь далеко-далеко. И она засмеялась и сказала: я родилась здесь, я никуда не выезжала, здесь живут мои дети, внуки, куда я могу уехать? И вот уже когда их депортировали, они же ехали где-то около 2 недель. Да, 2 недель, да. И когда они уже пересекали, какую реку, я не знаю, но я думаю, что это, может, была река Волга, она так тихонечко говорит своей дочери, вот моей бабушке, что: Домна, помнишь, что сказала мне эта цыганка? Но и мы понимаем, что... Да, и вот, представляете, для нее это такой стресс. Мама моя вспоминала, рассказывала часто, что когда они приехали, их же там встретили местное население. Она говорит, у них были вот такие шесты. Ну, где-то по-разному, но все равно население встретило настороженно, потому что им сказали, что это приехали враги, фашисты, бандеровцы. И вот представьте себе, они в чужом месте, никого нету, и еще считают их такими вот врагами, которыми они вообще по сути не являлись. А причем здесь бандеровцы, фашисты, ну, может, потому что Румыния была в этот период. И вот эта бабушка, она получает инсульт вот в этот период. Это летом они приехали, душно, жарко, и вот мама пишет в своих воспоминаниях, что они бегали от одного дома к другому, 2 ребенка просили воду для своей бабушки. И дедушка мой сколотил, вот, она умирает через 40 дней, вот как они приехали, ровно через 28 августа 49 года, дедушка сколотил гроб, вот они, вот эта вот печальная профессия, вот эта семья, и никого нет. У нас же у гагаузов принято, что приходят родственники, провожают. Пока они там жили, они навещали, конечно, ее могилу. Но теперь, конечно, мы не знаем, Светлана Николаевна, что случилось. Вы, вот чтобы какую-то паузу и вам дать, и зрители наши, чтобы понимали, что вот такая боль семьи, которую мы сейчас чувствуем, как минимум с Еленой Федоровной здесь, в этой студии, в честь чувства, это сложно, на самом деле очень сложно, Светлана Николаевна. Я очень хорошо помню одно из интервью вашей мамы. Да, Федору Занету она давала. Да, это было интервью на гагаузском языке в фильме, который делал Федор Иванович Занет. И я очень хорошо помню все, что эта женщина говорила, и с каким достоинством при всем при этом.
Люди, которым для судьбы которой выпала вот такая ноша, а это непомерно сложная ноша, потому что 81 год, 3 года, 2 года кто-то с новорожденным ребенком садился в тот поезд, где надо было провести 20 дней и ночей, и где не было еды, и еду надо было требовать для того, чтобы выжить и не умереть в этом поезде, когда никто не знал, куда двигался этот поезд. Это очень больно, я почему говорю о вашей маме. Не будем сейчас раскрывать это интервью, но я предлагаю найти в интернете зрителям, посмотреть интервью матери. Этот фильм Тодора Занета в интернете, он есть на гагузском языке, очень хорошо я сделан, считаю, что это один из лучших, да, по правде. фильмов на Да, мы обязательно языке. Зрителям скажем, что мы обязательно в конце под видео разместим ссылочку на этот фильм, чтобы кого-то заинтересовало, могли посмотреть. Я хотела бы продолжить разговор о том, что вот вы понимаете то, что вы сейчас переживаете, испытываете даже тогда, когда мы об этом говорим, а это стало предметом ваших исследований, а мы просто вспоминаем сейчас эти истории, которые трогают струны души любого человека. Как убедить тех людей, которые в это не верят, не знают этих историй и не хотят знать этих историй, и считают, что об этой теме депортированных и репрессированных искусственно, с определенным нажимом и специально говорят именно сейчас в Молдове. Вот как убедить людей в обратном? Как вы считаете? Ну, сейчас многое делается. Вот недавно состоялся же Национальный конгресс памяти. Об этом действительно как-то упустили вот уже в современной Молдове. Да, в 30, мы вот в этот срок были другими проблемами заняты, провозглашение независимости. Молдова решила пойти по другому пути, не так, как страны Прибалтики, которые сразу же осудили это и провели иллюстрацию, провели реституцию. И поэтому мы здесь это упустили, потом к власти пришли, значит, коммунисты, да, которые этот закон о реабилитации жертв политических, он же назывался закон о реабилитации сталинских репрессий. Да. Они этот закон, вот состав того парламента молдавского, они полностью его изменили, потому что были льготы для репрессированных, была какая-то определенная защита. И так получилось, что эти люди потом вот в середине уже вот этой независимости, они остались буквально ни с чем. И только после того, как исполняющим обязанности президента стал Михай Гимпу, который впервые открыл вот эти вот архивы, потом, что еще, установил камень на площади Великого национального собрания, которое тоже очень долго обсуждалось и дебатировалось. И репрессированные, многие считают, что именно этот человек, надо дать ему должное, именно сделал в деле сохранения памяти, внес определенную, значит, сыграл определенную роль, да. И потом уже с 2016 года стали отмечать уже официально, должны быть флаги приспущены, должны проводиться вот эти вот, это же официальный день памяти, митинги, конечно, да, вот, который мы отмечаем, мы в своей организации отмечали по своей инициативе. Его с 2003 года. В Молдове отмечали, люди собирались у железнодорожного вокзала с момента провозглашения независимости. Они каждый год там собирались. Мы несколько раз, делегация с Гагаузии там была, там район Единиц, район там Страшена и так далее. А Гагаузии не было, да? Нет, мы приезжали, мы несколько раз были тоже участвовали. Вот здесь у нас были кадры, показаны вот этого конгресса национального. Они лишним будут еще раз, наверное, показать и поговорить, Светлана Николаевна, если можно. Вы были участницей этого конгресса, вы знаете, о чем говорилось на этом конгрессе. Как вы считаете, этот конгресс может сыграть определенную роль в том, чтобы память о жертвах репрессий жила? И не только о жертвах репрессий, о жертвах голода и других. И мне кажется, недостаточно же проводить конгрессы, а нужно же делать что-то более дельное, просвещать людей, говорить. Да, вообще я считаю, что принят очень хороший план. На этом конгрессе? Да, на этом конгрессе. Это впервые в Молдове. То, что мы раньше проводили эти дни памяти, присутствовали первые лица государства, это все было, президенты, премьер-министры, это все проходило во Дворце Республики, но сейчас акцент сместился на память, чтобы сохранить память об этом. Хотя, конечно, это надо было сделать намного раньше, потому что мы видим, что живых свидетелей этих репрессий становится все меньше и меньше. Они уже в таком возрасте не все могут вспомнить. Но живые потомки, для которых это тоже очень важно. Да, ну,
если когда рассказывает первоисточник, это вот как Ефросинья Кирсновская или как еще ряд других. Но, Светлана Николаевна, я хочу сказать о том, что не то, что рассказывать, но для потомков тоже важно, чтобы были реабилитированы их родители, они бабушки, дедушки. Они реабилитированы, но общество не реабилитировано. Общество еще это не приняло. И многие из них ушли из этой жизни с этим клеймом «враг народа». И мне кажется, что когда, вот я у вас в Чадрунге это особо чувствую, когда ты говоришь с потомками репрессированных, ты в их голосе, в их выражении лица, ты чувствуешь, что они вот это клеймо все еще носят на себе. Да, это на несколько поколений, хочу вам сказать, что вот эта вот трагедия, она не только... Вообще-то в этой трагедии пострадало 2 поколения, я считаю, вот наши дедушки, наши... И мы тоже, вот следующее поколение, мы тоже же в какой-то мере тоже являемся пострадавшими. Светлана Николаевна, вот вы пригласили нас в этом году на это мероприятие, мы были с Екатериной Федоровной, я была и в позапрошлом году. Вы знаете, я заметила, что 99% тех людей, которые присутствуют на этом митинге, это или сами жертвы репрессий, или их потомки. Почему вот эта боль, эта трагедия все-таки не стала общей болью всего гагаузского народа? Хорошо, я отвечу на этот вопрос, потом мы вернемся к Конгрессу. Да. Значит, да, мы вот с 2003 года отмечали, мы всегда приглашали власти. И хочу вам сказать, что есть хорошие примеры, даже в нашей региональной. С чего началось создание этой организации? Это не была сначала, это была инициативная группа. В 1999 году Народное собрание Гагаузии, председателем был Пашелый Петр Михайлович, и Башкан Табунчик Георгий Дмитриевич подписали такой закон о регулировании земельных отношений на территории Гагаузии. И одним из пунктов этого закона было, значит, предоставить в частную собственность жителям городской местности, только городской, значит, земельную долю, если у них нет вообще другой земли. Это было прогрессивно для того времени, это уникально до сих пор, потому что такого нет ни в одном районе Молдовы. Вот тогда первый состав депутатов принял это решение, но люди узнали об этом чуть позже. Кто-то в Волконештах раньше, в Камрате, в общем, друг с другом переговорили. И вот эта инициативная группа нашего Чадрунского района, они, значит, стали добиваться. Почему Примария скрыла этот факт вот этого постановления, такой возможности. И стали вот они за это. Было несколько заседаний городского совета, когда репрессировали, в том числе эта инициативная группа, их было около 30 человек, входила и моя мама. И они все-таки добились, что им выделили 0,5 гектара, а потом уже и 1 гектар. Они стали говорить, а почему у нас 0,5? Вот в Волконештах 1 гектар. Что, закон не ограничивает количество? Если есть, давайте выделяйте. Я считаю, что это был очень хороший пример, хорошее начало. Вот, и хорошее, ну, как бы, как в какой-то степени их реабилитировали, вот местные, я говорю о местных региональных властях. И потом, значит, вот участвовали в наших мероприятиях, и Башкан, вот Формузал, приезжала Ирина Федоровна в 2015 году. Вот. Ну, с тех пор мы больше не видели. Первых лиц нашего ГГУ автономии мы больше не видели. Почему? Хотя каждый год мы высылали им официальные письма с приглашениями и продолжаем это делать до сих пор. Даже вот вы спрашивали, как сохранить память. Значит, стараемся привлекать и учебные заведения. Стали приглашать учебные заведения. Не очень-то приходит. Уже я пишу письмо 2 или 3 года подряд Главное управление образования. Пожалуйста, распространите информацию. Летний период, понятно. Ну, преподаватели истории, какие-то ученики, пожалуйста, мы их приглашаем. Но если нет региональных властей, вам нечего ожидать, что будут представители учебных заведений. Вот о какой сохранению памяти можно говорить, если вот не идут навстречу этому? Как вы думаете, это же все-таки не просто не идти навстречу. Смотрите, за всю более чем 30-летнюю жизнь гагаузской автономии, сейчас говорим об автономии, только один Башкан и только один раз в 2015 году была у вас до этого и Михаил Макарович Формузал был тоже. Он был у нас не раз.
Вы говорите, один раз только Ирина Влах была, да? Да, Ирина Федоровна была за один 8 раз, да. За 8 лет башканства один раз Ирина Влах приняла в таком мероприятии, и ни разу Ирина Влах не приняла в таких мероприятиях, как и нынешний башкан Евгения Гуцул, мероприятиях, посвященных памяти жертв голода, которые отмечаются 19 октября. Есть постановление, это закон на территории автономии, но власти тоже игнорируют эту дату. И у меня вопрос, как объяснить, или как вы для себя объясняете, почему власти игнорируют, что День памяти репрессированных, что День памяти жертв голода? Они не хотят, значит, портить вот этот имидж, положительный имидж Советского Союза. Они взяли его как за образец. Вот многие люди так считают, спорят со мной, что я тоже считаю, что было и хорошее. И никто не отрицает то хорошее, что было. Но в отношении террора, в отношении уничтожения своего населения, как в Библии сказано, ни одна жертва не может стоить вот всех этих дел, деяний. Но мне кажется, что вот с этим связано, и все-таки еще наши связи с Советским Союзом, с преемницей Советского Союза России не разорваны, и они вот стараются не замечать этих событий, игнорировать их, а если власти игнорируют, то и естественно, что и наше общество не будет об этом знать, правильно ведь? Но, Светлана Николаевна, мне кажется, что только тот народ, который знает свою историю и уважительно относится к своей памяти, только тот народ достоин уважительного к себе отношения. Разве мы, допустим, гагаузы, если не будем говорить об этих событиях, мы будем умалчивать, к нам отношение будет какое? Не приведет ли это к тому, что наш народ снова и снова будут использовать, простите, но используют сегодня? И, наверное, только потому, что мы не смогли объединиться, мы не едины, мы не можем противостоять тому, что и сегодня наш народ использует. Ну, сегодня использует ШОР. Открыто, нагло. Я согласна с вами. Вы знаете, мне кажется, что вот я вот смотрю вот эти вот заседания Народного собрания, там иногда выступления. Вы знаете, я смотрю на этих людей, и я вот себя спрашиваю, это гагаузы или это не гагаузы? А почему вы себя спрашиваете? Ну, потому что я помню вот гагаузов, своих родственников. Понимаете, гагаузы, они, вот сегодняшние гагаузы, они отличаются от тех гагаузов. Чем в первую очередь? Ну, во-первых, тем, что у тех было достоинство. Они никогда не говорили впустую. Вот недаром я вам привела пример моего деда, почему он был недоволен властью советской. Он говорит, пришли болтуны, бездельники. Понимаете, таких людей в гагаузском обществе не уважали. Гагауз был человек слова. Он никогда не говорил просто так, лишь бы что-то сказать, понимаете? И они не любили этого. И поэтому мне кажется, что вот какое-то гагаузское достоинство утеряно. И эти люди, которые уже ушли, которых уже нет с нами, мне кажется, что они как бы они разрушают наш генофонд вот такими действиями. Но не надо вот разводить вот этот балаган, вот это вот. Ведь не выносится ссора из избы, как бы говорится в народе. И то, что происходит вот сейчас, все-таки остался вот этот менталитет, ну, не раба, скажем так, зависимого человека. И вот они как ведут, и кто-то их повел, более сильный или более денежный, вот они за этим и идут. А для гагауза всегда самым ценным, я уже говорила, это была земля, его дом, его родина. Вот это было самое ценное для него. И достоинство. И еще хочу отметить, что гагаузы были всегда законопослушными. Будь то Российская империя или Королевская Румыния и советская власть. Они никогда не старались соблюдать всегда законы. Они просто трудились. Да, трудились, да. Они были честны. Да. И дожили до того, что депутаты Народного собрания Гагаузии сами не выполняют законы, ими же принятые. Здесь мы скажем, что время рубрики «Люди говорят», что короткие вопросы, и просим ваших коротких ответов. Люди говорят, что... Люди говорят, что репрессии и голод остались позади. Зачем ворошить старое? Мы уже не раз затрагивали эту тему. Зачем ворошить старое, чтобы знать
что происходило. Вот сейчас открыты архивы, пожалуйста, вы должны знать, что произошло с нашими предками, за что люди пострадали. Они были все реабилитированы в период СССР. И дальше эта реабилитация уже была продолжена в независимой Молдове. Ну, чтобы знать правду о тех событиях, не искажать ее, не преподносить ее, что вот мне вот тоже в комментариях пишут, что вы замучили или мямлите, что вы никак с этой темы не соскочите. Ну, как нам соскочить, если наши предки прошли через это? Что мы должны об этом забыть? Мы что, должны только помнить, вот даже вот они применяют Великое Отечество. У нас нет молдавской историографии Великое Отечество. У нас есть Вторая мировая война, и согласно нашему законодательству, участники Второй мировой войны являются как те, которые служили в советской армии, так и те, которые служили в румынской армии. И в этот день мы чтим всех погибших, большие жертвы были, конечно, и погибших той и другой армии. Прошло уже время, что нам... Да, и очень наши почему-то люди хотят знать, кто писал эти доносы. Вот у них еще один есть, я хочу уже в этом, чтобы уже этот акцент отметить. Пишут, напишите, кто писал эти доносы. А зачем им нужны эти имена? Зачем? Мы не хотим разбираться, кто написал. Мы знаем, вот я дело прочитала, моя мама знала об этом. А что она с этим сделает? Что мы можем сделать, если этот человек уже это совершил, уже прошло время, его дети, что мы будем разбираться с этими детьми? Мы же не для этого. Они думают, что мы открываем архивы для того, чтобы узнать, кто написал. Нет, не для этого. Мы хотим показать обществу, что наши родные были осуждены незаконно, без никакого, не было законных оснований для этого. Они жертвы, они лишились имущества. Вот тоже недавно, вчера в архиве документ нашла, сколько было национализировано имущество. Вот говорят, вы учились в советских школах, сколько построил Советский Союз? Да, любая власть строила, что-то строила. Есть школы, которые построены в Российской империи, есть школы, которые построены в Королевской Румынии, есть в Советском Союзе построены. Они приходят в негодность. В Чедерлунге только было национализировано 135 домов. 135 домов, которые затем... Со всем имуществом? Которые впоследствии использовались и как государственное учреждение, и как жилье, и под школы, и под всякие нужды советской власти. То есть частное стало общественным? Да, стало государственным. Они национализировали. Вот что сейчас с этим делать? Не говорите на русском языке, дипломы ваши там незаконные и прочее. Ну, понимаете, это люди не от большого ума это говорят. Может быть, больше это отсутствие просвещенности и знаний? Нет, эти люди просвещенные, но вот это уже действует, я бы сказала так, пропаганда. Вот они определенные нарративы, они знают, они понимают, о чем идет речь, но они хотят вот свое пролоббировать, вот это вот, что вот для нас в Гагаузии получается святое событие, это только Великая Отечественная война. Вы заметили, сколько? Но есть много других трагедий. Много же других трагедий вокруг этого. Действительно, это центральное, это огромное несчастье. Любая война – это несчастье. И вдруг так получилось, что гагаузы, которые, по сути дела, я об этом говорю открыто, не были участниками этой войны. Они ушли добровольцами. Кто хотел, ушел добровольцами. Вы говорите о Второй мировой? Да, Второй мировой, Великой Отечественной. Но в румынскую армию были призваны? Да, призывались и в румынскую армию. Потом, когда румынская армия стала союзницей Советского Союза, они уже сражались на стороне, значит, вот этой антигитлеровской коалиции. Но я еще раз подчеркиваю, что не было массового призыва, понимаете? И поэтому у нас так мало участников по сравнению с Первой мировой войной, когда была всеобщая мобилизация. У нас много памятников неизвестному солдату. Но памятники должны быть. Ну, я как раз о том, что, то есть, война, Вторая мировая, Великая Отечественная, как трагедия, она очень хорошо знакома, известна, и есть место для памяти, и есть где отдать должное. Но мы говорим о том, что есть другие трагедии, о которых, в частности, мы здесь говорим сейчас, больше о репрессиях и депортациях, меньше о голоде, но это тоже в судьбе нашего народа, не другого, а нашего народа. Идем дальше. Второй вопрос. Хоть мы и говорили о Сталине, все же, Светлана Николаевна, коротко. Люди говорят, что нам нужен Сталин, чтобы навести порядок. Нет, нам Сталин однозначно не нужен, потому что имя Сталина это признан одним из тиранов 20 века.
И порядок можно навести с помощью законов и демократии. Вот можно навести порядок. А с помощью тирании, тем более мы же живем с вами в какое время, 21 век, мы не наведем порядок. Это будет просто страх, уедут опять люди, как это случилось вот уже в современной России, значит, покинут еще больше людей. Да, еще любят сравнивать, извините, что я опять прерываюсь, но просто важные вопросы затрагивать. Вот вас депортировали, правильно сделали, там вы получили образование, там вы работали. Не совсем верно, потому что не разрешали ссыльным получать образование. Кто-то там умудрялся, но это были единицы. Вот. А теперь уезжает столько людей, это ли не депортация? Вот несовместимые понятия. Я вам рассказала, что пришлось пережить. И вот сегодня, когда человек, да, у него есть необходимость, он уезжает. Но это его личное решение. Да. А то есть никто ночью не будет тебя и не говорит, что у тебя есть час на сборы, и что возьмешь с собой, то и возьмешь, а куда едешь, никто не знает. Нет, Сталин это не наш герой, и мы не должны, мы должны знать о том, что он совершил, но порядка не будет с ним. Люди говорят, что в советское время жили лучше. Жили лучше по сравнению с каким временем? Ну, с нынешним. С нынешним временем. Я не согласна с этим. Я жила в советское время. Ну почему? Что? Вот смотрите, сколько у нас возможностей. Вот для нас, для моего поколения, вот 90-е годы – это свобода. Самое главное, что мы получили тогда, мы были бедными. Талоны получали вместо зарплаты. Но мы получили вот эту свободу. Она была настолько долгожданная для всех граждан СССР. Я очевидец этого. Я вам могу сказать об этом. Открыто. В чем заключается для вас эта свобода? А свобода говорить свободно. Вот тогда... А что значит свобода говорить, когда у людей была работа, а теперь у них нет работы? Так скажет каждый второй зритель, который смотрит сейчас, возможно, эту передачу, если этому человеку больше 60. У этих людей, которые стали свободно говорить, мы вот съезды КПСС смотрели как сериалы. Да, и я помню. И вы помните об этом, да? И вот это стоит даже вот этой вот зарплаты и всего, что вот появилась эта свобода. Люди могли выражать свободно, открыто свое мнение. Они не боялись вот этих вот коммунистов, которые сами признали свои ошибки. И я думаю, что да, и если даже с материальной точки зрения посмотреть, посмотрите, как сейчас живут люди, в каких условиях, и как они жили тогда. Ничего не стоит на месте, прогресс движется вперед, наука движется вперед, у нас много нового. И слава Богу. Да. Люди говорят, что мы не должны говорить о репрессиях, потому что мы можем этим обидеть Россию. Это такой постоянно повторяющийся. Начнем с того, что 30 октября в России это день памяти жертв репрессий. Значит, на сегодняшний день его никто не отменил. Вообще это движение, значит, по реабилитации жертв репрессий, оно зародилось именно в Российской Федерации. Там стали создавать вот эти общества мемориала. Какую огромную работу они провели. Мемориал, да. Да, именно это общество. И сколько они всего выложили в интернет, этим мы и до сих пор пользуемся. Вот то, что они сделали по сохранению памяти. Поэтому у них есть закон тоже о реабилитации жертв репрессий, они пользуются льготами, они реабилитированы. Вот, поэтому говорить о том, что и никто не отменял этот закон, и никто не отменял того, что в Российской Федерации, как и по всей территории СССР, был этот большой террор. Светлана Николаевна, вы частично ответили на этот вопрос, но все же. Люди говорят, что репрессированные на чужбине получили очень хорошее образование и старт в жизни. Что если бы они остались здесь, имеют в виду люди, они бы этого образования не получили, и вот этого старта в жизни у них не было бы. Вы понимаете, когда они вот вырвали вот эту элиту общества, они что хотели показать? Что здесь люди, так и говорили, я это помню, мы приехали сюда, учителя говорили, вот, ну, которые приехали сюда, они говорят, ой, да что здесь было, здесь все такие были темные, забитые, неграмотные. В общем, они нас считали людьми даже не второго, а третьего сорта. Третьего сорта, я бы так сказала. А мы же не знали, что, оказывается, некоторые учились в университетах, и не только Румынии, но и европейских. Они были грамотные. Это мы сейчас вот уже видим из этих дел, из рассказов. Они вот, были предпринимателями. Да, они были, вы говорите о тех, кто был репрессирован. Да. То есть они еще да, в период королевства Румыния получали образование. Да, что они тогда еще получали образование. И не были мы такими уж совсем забитыми. Это неправда. Вот.
И получается так, что вот пришла советская власть, и значит, она дала нам образование, мы получили образование, что мы еще получили? Ну, работу получили, да, была работа. Вот. Но я хочу сказать, что там, в Сибири, почему так произошло? Во-первых, кто туда уехал, их всех называли, так говорила моя мама, молдаване. Тогда не было гагаузы, болгары, вот, и они все были для них молдаване. И вот наш народ, гагаузский, молдавский, болгарский, они себя там так хорошо проявили, они как были трудолюбивыми, они там в Сибири. И их стали вот за это их трудолюбие, их стали называть. Мама говорила даже, не знаю в каком поселке или селе, даже улицу назвали Молдавская в честь вот этих переселенцев. И они им показали такой пример работоспособности, вот, что... И эти люди, когда вернулись сюда, конечно, это был стресс, трагедия, не всех же был запрет на возвращение в свои родные села. Но и потомки репрессированных мы уже в новых реалиях, уже в Советском Союзе, тоже получили образование, тоже стали работать, тоже состоялись как личности. Светлана Николаевна, а еще люди говорят, что репрессии коснулись только зажиточных людей, которые использовали наемный труд. Да, вот, кстати, моего же дедушку из-за этого арестовали, что использовал наемный труд. Не только. Среди вот этих семей, значит, их в книге памяти 3300 человек по нашим гагаузским, которые входят в состав Гагаузии, вот, населенным пунктам. Вы знаете, такие есть случаи, что семья совершенно бедная. И как они попали в этот список, каким образом, они даже сами до сих пор не могут понять, говорит, мы не были богатыми. Вот. И поэтому просто была поставлена задача, значит, сверху перед молдавскими властями, молдавские власти поставили эту задачу перед районными структурами власти, и чтобы они выявили этот антисоветский элемент, вот определенное количество. Потому что же этот уполномоченный Гаглидзе записал эту просьбу Сталину, он же писал, прошу выслать 5000 этих самых глав и вместе с семьями. Там вообще речь сначала шла о 50 000 человек. То есть вот раз озвучили эту цифру, то надо ее по районам выполнять. Собирать. Собирать, да, собирать. Как бы это ни звучало. Переходим ко второй части нашей программы. Да. И вот в мае, наверное, вы слышали об этом, вы сами работаете в школе. Министерство образования предложило показать во всех учебных заведениях фильм «Сибирь на костях», который касается именно репрессий. И неоднозначно встретили это решение министерства в учебных заведениях, вообще в целом в Молдове и у нас в Гагаузии. Как вы смотрите на то, что вот этот вот фильм был предложен, «Сибирь на костях», у нас есть фрагмент этого фильма. А вот он на экране. Да, он на экране. Как вы смотрите на это? Должны ли дети в школах знать об этом? Или детям в школах об этом не нужно говорить, и дети об этом в школе не должны знать? Я считаю, что такой фильм должны показывать в обязательном порядке. Честно говоря, я была очень удивлена, когда я пришла в класс, сказали, что будет показ фильма, а дети сказали, мы не будем смотреть. Почему вы не будете смотреть? Нам родители не разрешают. Дети, это какой класс был у вас? 9 класс. Родители не разрешили детям смотреть такой Я говорю, фильм? по какой причине не разрешили? Там есть сцены насилия. Я говорю, ну это же наша история. К тому моменту родители еще не видели этот фильм, потому что этот фильм шел его показали только тогда? В доступе только в тот день. Да, в определенное время. То есть родители не могли видеть, они просто подумали, что там могут быть Да, сцены. и я была, честно говоря, этим шокирована, что вот дети отказались. Ну, еще отметил у нас на мероприятии Октавиан Цику, что был, я с ним согласна в этом, что был выбран неудачный момент для показа. 8 мая, да? Да, что это было приурочено, и как бы это как нежелание, что вот вы противопоставляете... Ну, то есть это на стыке разных эмоций. Да, что вы противопоставляете вот это событие этому. Такие трагические, в этом фильме нет ничего, это же наша жизнь, наша боль. Нет ничего, это нужно даже показывать. Вот и фильмы Федора Занета. Второй момент, я еще отметила, об этом сказала в своем выступлении, о том, что для нашей аудитории все-таки они недостаточно. Хотя дети неплохо знают румынский язык,
Но для нашей аудитории, особенно для родителей, нужно было перевести. Надо сделать было титры, да, надо сделать было титры, и чтобы, ну даже в этом случае, просто чтобы отдать долг памяти наших предков. Они-то знают, что у нас в Гагаузии тоже есть такие семьи. Просто посмотрите, там фильм смотрится, это вот история одной семьи. Четыре семьи. Да. И просто посмотрите и услышьте, ну вот не захотели. Вы знаете, о чем мне сейчас подумалось? Я ребенок советского периода. И вот вы говорите, родители не разрешили детям смотреть такие фильмы, а дети отказались на основании вот такого предложения родителей отказаться. Даже, по-моему, родители написали заявление, если я правильно поняла. А я о чем, что мне сейчас вспомнилось, будучи ребенком, тогда, 6, 7, 8, 9 класс, по телевизору черно-белому очень много в советское время можно было, и мы смотрели фильмы о Великой Отечественной войне, и там было очень много разных сцен насилия. И как же тогда наши родители не понимали, что нас надо уберечь от этого, чтобы мы не знали о войне? И как теперь родители говорят своим детям: не смотрите о нашей истории, чтобы вы об этом не знали? Или ну, дело в том, что настраивают определенную часть общества против этого. Вот да, это именно был настрой. Да. Родители не высказали бы своего мнения, но настрой в это обществе, было подготовлено. Этот настрой, давайте уже погрузимся, может быть, больше. А ведь этот настрой создают политики. Вот я слушаю сейчас вас, и родители, которые не видели ссылки, не смотрели этот фильм, откуда взяли и утверждают, что там много сцен насилия? Почему родители занимают такие позиции? Я вот привела параллель, вот мое детство, юность вот в я согласна с вами, да, нам показывали кадры, вот особенно страшные, вот эту повесили Зою Космодемьянскую, это же показывали, да. Павлик Морозов. Павлик Морозов это был еще до войны. Потом показывали концлагеря, показывали, как освобождается, Красная Армия освобождает этих заключенных, этих концлагерей, как над ними издевались, эти кости, трупы, это же все нам показывали. И тогда идеология, и Советский Союз не боялся того, что с нами да, что-то не то произойдет. Да. Что это, понимаете, почему такая реальность? Это у тех людей, у наших с вами людей, у нашего общества. Мы, гагаузы, я сейчас хотела бы сказать, очень старательно хотим все-таки все, что касается голода, все, что касается репрессий, депортаций, вот как-то так стереть, чтобы оно, как будто нас не... Но оно есть. Да, как будто этого времени не было. Оно было. Да. И пострадали люди, точно такие же, как мы с вами, которые мирно жили, хотели жить, хотели растить своих детей. Больно? Конечно, это очень больно, это очень больно. Мы хотим чтить все события, вот как они идут, в какой последовательности исторической, обо всем говорить, исследовать. То есть ограждать детей только потому, что это повлияет на их психику, говорят. А значит, о моей психике тогда, как советского ребенка, никто не думал. Потому что я помню, как я со слезами на глазах много раз могла уткнуться в подушку, потому что я не хотела дальше смотреть это. Но никто не думал о том, что меня, как ребенка, это может очень сильно травмировать. Я фильм посмотрела, и, на мой взгляд, в этом фильме нет ничего такого, чего мы не изучаем в школьной программе. Мне кажется, что есть у нас произведения гагаузских писателей, есть у нас и на уроках истории темы, которые посвящены именно репрессиям, голоду. Там такие факты приводятся, что, наверное, это тоже ранит, но мы не можем не знать и не говорить об этом. Я просто хотела задать вопрос по поводу патриотических линеек, которые проводятся в школах. Вот в вашем же учебном заведении, где вы работаете, были ли заявления родителей, что они не хотят, чтобы дети участвовали в тех патриотических линейках, которые были внедрены в апреле этого года, и каждая школа обязана проводить такие линейки в своих учебных заведениях? Знаете, я на этой линейке не была, и слава богу. Значит, я считаю, это такой анахронизм вообще. Я выросла на комсомольских линейках, пионерских. У нас устраивали по каким-то там День пионерии, День комсомола, но чтобы каждую неделю проводить. Неужели этими линейками можно воспитать какой-то патриотизм? Это какая-то очередная обязаловка, вот что-то. Во-первых, она отнимает время учебного процесса. Конечно. Патриотизм так не воспитывается. Патриотизм воспитывается на конкретных примерах, на каких-то вот классных часах, на каких-то мероприятиях. Вот это патриотизм. Вот в связи с тем, что вот мы говорим сегодня о Гагаузии больше, я хочу сказать, что вот
мы находимся в Авдерме находится уникальный мемориал, и там же все вот эти вот процессы, все жертвы всех событий присутствуют, и поэтому и ваш мемориал является местом посещения, частого посещения, и вот это вот все можно увидеть. Вот на этом воспитывается патриотизм, когда мы почитаем всех жертв, всех военных конфликтов, всех жертв тех или иных вот эпидемий, голода. Тогда вот воспитывается патриотизм. А если мы будем проводить 10 раз петь или гимн, или я не знаю, я вообще не знаю сценарий этого мероприятия. Ну, сценарий пишет управление образования, а все школы реализуют. Худший вариант какой-то такой. Но, Светлана Николаевна, вы, наверное, еще не знаете о том, что вот в этот проект нового закона об образовании эти линейки тоже вписаны отдельной статьей, и в этой статье сказано о том, что учебные заведения обязуют включить в программу сохранения исторической правды, воспитание гордости за достижения предков и осознание значимости исторического наследия. Скажите, на ваш взгляд, кто будет определять эту историческую правду? Управление образования, исполнительный комитет, учителя, сами школы? Я, честно говоря, не знакома с этим проектом, с проектом закона. Я знаю, что есть закон об образовании в Республике Молдова. Он есть кодекс, и он и работает на территории всей страны. И он должен быть, наше местное региональное законодательство должно быть гармонизировано с республиканским законодательством. Как это, я так вижу, что это опять какой-то будет возникать конфликт вот с местной власти, региональной власти и центральной власти. Зачем потому что пока есть конфликты, так удобно лидерам, в кавычках. Кому-то жить хорошо. Да, политикам Гагаузии, патриотам тоже в кавычках. Там удобно, когда есть конфликт между Кишиневым и Комратом. Но возвращаясь к теме трагедии, я хотела бы спросить. Вот мы говорили сегодня с вами, говорим на протяжении этого выпуска о трагедии репрессий, депортации и голода коснулись, и Второй мировой войны, и Первой. Скажите, вот рядом с нами сейчас война. И это тоже трагедия, которая уносит жизни миллионов и миллионов людей. И это тоже каждый ждет, я думаю, что каждый житель нашей страны, Украины, России и, наверное, граждане мира, жители мира ждут, чтобы эта война закончилась, и не только это, и другие войны, которые идут и в других странах, потому что это не укладывается в голове, что вот в таком красивом веке проживая, в век информационных технологий и многих возможностей для развития и для жизни человека, вот идет война. Скажите, Светлана Николаевна, как вы, как человек, который изучает трагедии в прошлом, как вы относитесь к той войне, которая сейчас рядом с нами? Ну, я отношусь, конечно, резко отрицательно. Это было для меня большим потрясением. Знакомые, родственники проживают там. Это война, та война, которая не должно было быть. И то, что она продолжается до сих пор, это большая для нас трагедия. И как мы из этого всего выберемся, я говорю мы, потому что мы живем же рядом, на границе. Особенно для меня удручающе это то, что власти Гагаузии вообще не реагируют на эти события. При том, что там проживают и гибнут наши соотечественники. Это очень стыдно. Это очень стыдно, что они вот не проявляют сочувствия элементарного. Вы знаете, для меня стоит больших... Каждый раз, когда они мне что-то пишут, и я не хочу их травмировать, лишний раз ранить, и когда я спрашиваю, ну как там у вас, ничего, держимся. Вы понимаете, я вот, насколько этим людям сейчас там тяжело, и тем не менее они продолжают работать, продолжают что-то создавать, мы продолжаем делиться какими-то там, своими материалами какими-то. Я вообще поражаюсь их мужеству, что они вот в такой ситуации еще продолжают что-то делать. И мне кажется, что со временем это будет это темное пятно в нашей истории, гагаузской истории. Что... Почему гагаузская история? Я имею в виду, что вот отношения властей. Да, отношения властей. А вот... как вы относитесь к мнению политиков, в том числе гагаузских, которые, особенно гагаузских, которые говорят, что это не наша война, и справятся те страны, которые в этом участвуют?
Ну, по Нам не надо по об этом большому думать. счету, это, конечно, конфликт мировых держав, если так, конечно, говорить. Но война идет на территории крупнейшего государства Европы. Она на нашем континенте, рядом с нами. Наш сосед, это Наш страна. сосед, это страна, наш сосед. Когда вот даже я в гостях недавно была у одной женщины уже в возрасте, она говорит, мы спрашиваем, а кто вам помогает? Она говорит, соседи. Вот даже родственники не так помогают, как соседи. И всегда вот я знаю в семье тоже и говорили о том, что ты с родственниками можешь ссориться, но с соседями нужно жить дружно. Потому что сосед – это самый близкий тебе человек. Зачастую родственник находится далеко, а сосед твой рядом. И поэтому это, знаете, тут вмешивается уже политика, настраивают людей друг против друга. Но уже люди как-то и с той, и с другой стороны, мне кажется, все хотят вот прекращения, вот, все хотят мира. Я уверена, что я вот с родственниками из России я тоже стараюсь на эту, я вообще не говорю с ними на эту тему. Потому что я понимаю, что они живут в другой стране. Я не знаю, как там происходит. И у той страны своя действительность. Но я хочу с ними поддерживать хорошие отношения. Я их понимаю. Но мы все хотим окончания этого всего. И мы, как со своей стороны, какую мы можем? Мы можем только их поддержать материально, морально поддержать их. Но хотя бы проявить. Они очень обижены, я это вот вижу по гагаузам, которые были у вас в гостях. Они очень обижены тем, вот как воспринимают это здесь у нас в Гагаузе. Мы не говорим сейчас про центральную власть, именно как воспринимают. Ну, потому что ни экс-Башкан Ирина Влах в 22 году началась, Россия вторглась в Украину и начались эти события. Ни она ни разу не высказала своей позиции и не сказала ничего гагаузам там проживающим, и не сделала это Евгения Гуцул, и не сделал это Дмитрий Константинов. Мы видим другие события, и это, есть основания у гагаузов Украины думать о том, что гагаузы, проживающие в Молдове, в общем-то, молчат, непонятно почему. Но за 3 с лишним года молчания, наверное, гагаузы Украины сделали свои выводы. И вряд ли это сделает много чести для гагаузов вообще, в частности тех, которые проживают здесь, в автономии. Наверное, и о событиях в стране. 28 сентября пройдут выборы в парламент Республики Молдова. Многие называют это историческим шагом для нашей страны. Как вы смотрите на это событие? Да, я тоже считаю, что это очень важные выборы. Мы стоим на переломном пути. Они имеют очень большое значение для нашей страны. И поэтому я думаю, что каждый, конечно, мы живем в демократической стране, каждый сделает свой выбор, но мы должны сделать такой выбор, чтобы мы продолжали жить в свободной и независимой стране. И это зависит от каждого из нас, чтобы люди взвесили все события происходящие, последствия этих событий и сделали свой правильный выбор. Но не всегда, конечно, выбор народа является верным. Я хочу это сказать, что правильным для той или иной страны. Ну, мы все апеллируем к тому, что воля народа – это как бы… не всегда это бывает для блага этих граждан, к сожалению. Ну, от чего это зависит? Чтобы воля народа принесла благо, надо, чтобы народ сделал какие-то эффективные действия. Вот в череде этих эффективных действий, как вы думаете, что должно быть? В череде этих эффективных действий, это, во-первых, мы должны быть, вот вы начали с этого, вот я свой патриотизм вижу в чем. Я считаю себя патриотом Республики Молдова. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она развивалась. Я вижу, как многое сделано в плане имиджа нашей страны на мировой арене. Вы имеете в виду какие годы? Последние годы? Да, последние годы, да. Вот период, значит, когда президентом стала Майя Санду. Вот наблюдая за этим уже небольшим таким процессом, я вижу, как Молдова выросла в глазах всего мира. Это очень важно для нашей страны, для ее будущего развития. Конечно, у нас есть проблемы, внутренние проблемы, вот, но мы должны их решать позитивно, решать их. Вот мне не нравится вот эта агрессия, которая есть вот сейчас. Даже если это оппозиция все-таки должна, она же действует во благо тоже граждан.
должна это как-то по-другому У преподносить. вас есть ощущение, что оппозиция действует не во благо своей страны? Не то, что не во благо страны, как она это преподносит, оппозиция. В корректности. Да, в корректности вот, отстаивания своих интересов, что это приобретает такие формы агрессии, как я вижу, вот эти вот все митинги, даже выступления в парламенте какие происходят. Боже мой, что нам тут делить? У нас одна планета, одна страна на всех, и нужно как-то договариваться, всем странам идти на какие-то компромиссы, чтобы у нас было развитие, чтобы у нас был мир, чтобы было будущее у наших детей. Мы не хотим в 21 веке, чтобы наши дети жили в период войн. Да, и в страхе. И в страхе, да. За то, что с их жизнью... Но знаете, вы тут говорите о том, что последние годы что-то изменилось. У нас нет никаких идей продвигать президента либо какую-то партию. Не, я высказала свое личное это мнение. Ваша позиция как человека. Я уважаю ее как президента нашей страны. Ну, а что вы скажете по поводу Башканова автономии? При каком Башкане автономия развивалась лучше всего? Ну, может, я здесь буду субъективным, это тоже мое мнение. Для меня вот эталоном Башкана Гагаузии был и остается Дмитрий Васильевич Кройтер. Который был Башканом меньше всего по периоду. Да, меньше всего. Я считаю, что это человек очень достойный, очень порядочный, очень грамотный, эрудированный. Ну вот так сложилось, к сожалению, такие обстоятельства. Опять вот как бы народ, это вот там воля, все это подвели. Но я считаю, я просто знаю мнение примаров вот, о его деятельности. Период правления партии коммунистов он был отстранен от должности. Да, он был отстранен от должности, это очень большая ошибка. Я считаю, что таких достойных гагаузов у нас не так уж много, и так поступать не следовало. Вот для меня этот человек остался эталоном и руководителя демократической, свободной Гагаузии. А может быть, еще у Гагаузии будут вот такие я надеюсь, что о которых мы сможем сказать, и Гагаузия вернется или попробует выстроить такое управление в автономии, чтобы оно приносило на самом деле плоды, и меньше было бы заинтересованности у башканов Гагаузии использовать Гагаузию как трамплин для того, чтобы выйти на национальную арену политической жизни и стать, не знаю, там, большой фигурой. Как ну, это если они хотят выйти, пожалуйста, если есть такие возможности, это даже хорошо для нас. Вот, и Дмитрий Васильевич уже продолжил свою, значит, деятельность и в центральных органах власти, дипломатическую карьеру. Были и другие гагаузы, которые работали. Мне кажется, что это хорошо, но... Ну, давайте вернемся фамильно сейчас, да, по нашим башканам. Ирина Влах после 8 лет правления в автономии, нигде не работая, во всяком случае, мы не слышали, чтобы она занималась какой-то деятельностью юридической или какой она там по образованию. Она создала партию Она свою. создала в партии, она работает теперь как национальный политик. Михаил Макарович Фармзал вовсе вышел, был. Но у него, он тоже работал же в партии регионов Молдовы. Партия регионов была продана, перепродана, не знаю, что с ней случилось, но Михаила Макаровича в этой партии не было уже сразу, как только он не стал башканом. Как-то так получилось, по-моему. То есть, ну, других-то башканов, которые перешли бы в национальную политику, собственно говоря, и нет. Я говорю о том, что когда к нам приходят башканы, очень хочется, как вы сейчас, отвечая на мой вопрос, кто из башканов, на ваш взгляд, эффективнее всего работал, вы назвали Дмитрия Кройтера, очень хочется, чтобы вслед за каждым башканом, особенно за теми, кто 8 лет все-таки управлял, у Дмитрия Васильевича маленький был срок правления. Но я хочу отметить чтобы это было с эффектом для жизни этой автономии, потому что автономия живет ровно столько и тогда хорошо, когда управление автономией четко понимает, а для чего эта автономия создана. Да, мне кажется, на этот вопрос главный, нет ответа по сегодняшний день. Да, я согласна с вами, но хочу отметить еще одного башкана, потому что мы абсолютно никаких препятствий в своей деятельности не видели с его стороны. Это Фармзал Михаил Макарович. Ну вот, и оба чедерлунские. Да. Здесь надо ставить точку. Нет, я не предвзята, но я отметила Георгия Дмитриевича Табунчика, вот какой тоже вот вклад именно в нашей деятельности, мы это уважаем. И дополним, Георгий Дмитриевич Табунчик, у нас завершаем
этот выпуск, наверное, какими-то комплиментами в адрес каких-то политиков, но при Георгии Дмитриевиче Табунчике в Гагаузе открылся Гагаузский театр национальный, открылась картинная галерея, было, наверное, много ошибок и минусов и в деятельности Георгия Дмитриевича, как и у многих других башканов, и у других башканов тоже, возможно, было что-то такое. Но вот такая жизнь, и все совершают ошибки. Хочется же, чтобы автономия все-таки получила какое-то такое управление, которое отличается не псевдопатриотизмом и не призывает к патриотизму по их усмотрению, вот такому, какое им кажется. Да? Встретились в Израиле, заключили какое-то соглашение, никто о нем не знает, и 2 года Гагаузия живет по какому-то такому сценарию, именно написанному где-то. И тогда получается, что размывается то, что называется, и создавалась автономия для того, чтобы гагаузы почувствовали, что есть эта автономия. Сейчас мне кажется, что гагаузы в растерянности. Вы как думаете? Они не в растерянности. Они сознательно идут на конфронтацию. И вот я вот это не могу понять. Они идут или ведут? Их ведут? Ну, я не знаю, как это понять. Но вот я вижу, что нужно же находить точки соприкосновения. Вы имеете в виду с Кишиневым? Да, конечно. Вот это вот меня очень удручает, что постоянно вот такого же раньше не было. Всегда. Ну, напряженное соотношение было всегда, но сейчас она нацелена, провоцируется со стороны автономии, на мой взгляд. Да, я тоже так считаю, что не нужно вот и работа вот этой комиссии, которая была рабочая группа, что надо было продолжать ее работать. Некоторые депутаты говорят об этом. Ну, я не знаю, просто нужно как-то все взвесить. Может, будут выборы, вот новый состав Народного собрания, может, придут какие-то молодые люди. Есть ли предпосылки к этому, вы видите? Предпосылки, я не настолько хорошо знакома вот с новым поколением, но я вижу, что они гораздо умнее, прагматичнее нас. Но они не хотят в политику. Ну, может, они захотят в политику, не все рождаются политиками. И, может быть, вот будущее за молодежью, за более молодыми, потому что есть депутаты, которые, я знаю, что несколько сроков. 25 лет. Да, есть люди, которые 25 лет депутаты. Вот когда мы были в Америке на стажировке, вот нам так говорили, что 7-8 лет вот, достигает человек пика своего развития, и потом надо менять свое. В этом есть какое-то рациональное зерно, уже менять направление своей деятельности. Также и депутаты, наверное. Не зря у нас ограничен пост башкана 2 сроками. Да. Поэтому нужна преемственность, чтобы пришли свежие силы. Конечно, нужно уважать и старших. Вот есть опытные люди, депутаты среди них, ученые у нас есть тоже. Прислушиваться как-то к ним, уже вот к моего возраста, мнению. Ну и двигаться вперед. А вот давайте здесь поставим точку. Двигаться вперед — это очень важно, и двигаться вперед без знаний прошлого тоже невозможно. Да, правильно конечно, ли я понимаю? Да. Ну вот, спасибо вам большое, Светлана И Николаевна, что посвятили свое время нам. И, как мне кажется, это была интересная дискуссия. Интересная хотя бы потому, что эту завесу незнаний того, что было в истории нашего народа, нужно потихонечку, но достаточно смело открывать. И очень хотелось бы призвать наших зрителей быть открытыми к тому, чтобы знать, интересоваться, осведомляться, получать информацию, сравнивать, анализировать и точно знать и понимать, а какой была та история и что главное нужно выделить в истории нашего народа для того, чтобы не позволить повториться. Сегодня мы поговорили здесь об этом. Спасибо вам еще раз. И мы с Еленой Карамид говорим всем зрителям, которые смотрели наш выпуск сегодня. В гостях у нас была Светлана Капанжи. Говорим спасибо. И, конечно, друзья, если эта дискуссия понравилась, поделитесь с друзьями вашими. Тогда наша аудитория станет больше. И мы, безусловно, благодарим за то, что вы нас поддерживаете. Спасибо. До свидания и до встречи. Спасибо и вам. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.